Хангаласском улусе в селе Улаханан около 20 лет успешно ведет свою деятельность конезавод Берте. Натуральные вкусные продукты этого крупного хозяйства известны не только в Улусе, но и в Якутске. Бессменный директор конезавода Александр Васильевич Павлов рассказал о трудовых буднях работников, успехах и дальнейших планах конезавода. Наше хозяйство было организовано в 1999 году указом первого президента Михаила Николаева. В 2000 году мы получили статус конезавода, а в 2008 году наше хозяйство с уставным капиталом в 13 миллионов рублей передали в ОАО «Алмазы Анабара». Таким образом, учредителем Берте стал «Алмазы Анабара», что, несомненно, сказалось в нашей работе положительно. Весной того года нам привезли 340 зимовавших жеребят, и количество лошадей хозяйства сразу возросло до 1000. Сейчас в собственности Берте 1080 лошадей, из них 543 кобылы. В прошлом году конезавод Берте стал сельхозпредприятием с федеральным статусом, поэтому мы с этого года будем получать субсидию на количество голов кобылы. В нашей республике крупных сельхозхозяйств с федеральным статусом совсем мало. На данное время у нас действуют 3 фермы, в котором расположено 552 голов скота. Из них 280 ждут потомства. В прошлом году, к сожалению, сгорел один комплекс с 60 коровами. После трагедии к нам приехали руководители «Алмазы Анабара», посмотрели, проанализировали и оказали помощь в сумме 7 миллионов рублей. За 1 год мы построили комплекс, где сейчас расположено 200 голов скота. Мы очень благодарны нашим руководителям за оперативную помощь. Кроме того, в 2013 году по линии Минсельхоза и ФПК Якутия построили механизированную ферму. Я отдельно хочу сказать о наших работниках. У нас работают около 100 человек. Наши доярки с одной коровы в среднем доят 3300 литров молока за год, а в республике в среднем доят 1800 литров молока. Также отмечу Валентину Ильиничну Трофимову, Саргалану Иннокентьевну Осипову, которые за год достигли рекордной отметки. Они подоили 3500 литров молока с одной коровы. Благодаря программе Минсельхоза Республики «Оздоровление» мы повысили зарплату работников. Если раньше получали 18 тысяч рублей, то сейчас в среднем будут получать более 20 тысяч рублей. Планы у нас большие. Конечно, постараемся увеличить скот. В конце этого года введем убойный цех. Пекарь Анна Белолюбская печет в день 80 буханок хлеба, несколько десятков булочек и сайки. В отдельной стороне пекарни расположен магазин, где продают только продукцию конезавода Берте. Молоко, сливки, творог. Кроме того, из мясной продукции есть все, что желает душа. Фарш, кровяная колбаса, потроха, котлеты, тефтель, голубцы и, конечно, якутские деликатесы – хатта и печень жеребенка. По словам пекаря, местное население раскупает продукцию быстро, а то как же, натуральная продукция Берте известна превосходным качеством. Конезавод Берте получил в Улусе статус заготовителя, поэтому организовали перерабатывающий кооператив Берте-Ас. Занимаемся переработкой мясо-молочной продукции. Например, за год делаем заготовки из 10 тонн мяса. В ассортимент мясных продукций добавили полуфабрикаты, как котлеты, тефтели, голубцы, пельмени, фарш. Также расширили ассортимент молочной продукции. Если раньше выпускали сливки с 42% жирностью, то сейчас выпускаем 25-34% жирности. Также делаем пастеризованное молоко, творог, в будущем планируем выпускать йогурт и кефир. В данное время в день перерабатываем 500 литров молока. Когда пойдет массовый отел коров, молока будет побольше. С введением новых коровников работа доярки полегчала, но главное, условие для скота улучшилось. Если раньше коровы стояли в темных, холодных, влажных коровниках, то в этих комплексах тепло, сухо, светло. Поэтому коровы стали давать побольше молока, да и поправляются. Мы держим в основном холмогорскую породу, потому что, я думаю, эта корова самая подходящая для нашей республики. Если хорошо кормить, дает много молока, мясо его такое жирное, потомство крупное. После летника в сентябре, когда вырастает питательная трава, даем скоту пастись. После такого питания мясо забойного скота бывает очень жирным и вкусным. Мясо мы сдаем нашим учредителям, которые очень довольны вкусом и жирностью мяса. Поэтому я считаю, холмогорская порода может заменить и сементальскую, и другие породы.
Под моим присмотром сейчас 24 коровы. Они скоро все должны родить. Одна вот утром отелилась. Сейчас даю 3 коровы. Самая ответственная работа доярки начинается с февраля, когда начинается отел. В день 4 раза должны подоить. Приходим в 6 утра. В это время рабочий уже внес сено. Гребем навоз в корыто, которое автоматически выносится на улицу, а рабочий только нажимает на кнопку. Также у каждой коровы есть миска, куда по централизованной трубе идет вода. У нас очень дружный коллектив. Есть и старый, и млад. Зарплату получаем вовремя, где-то около 20 тысяч рублей. Когда работы много, руководство обеспечивает горячим питанием. Я довольна.